Здравствуйте! В эфире программа «Энергетика Якутии. Отраслевые новости». С вами ее ведущая Татьяна Каракулова. И сейчас коротко о главных темах выпуска. Наводнение на линии стало причиной временного ограничения потребителей, оказавшихся в зоне затопления. На Якутской ТЭЦ режимами работы теперь управляет автоматика. Якутскэнерго трудоустраивает молодежь на производственные объекты. Энергетики для обеспечения безопасности людей производили отключение энергообъектов, оказавшихся в зонах подтопления в Западном и Центральном энергорайонах. Из-за большой воды под ограничение оказались жители микрорайона Даркылак, села Капитонов, Катулагина. Ряд подстанций были отключены в Мегино-Кангаласском, Намском районах. Энергетики обращают внимание населения на то, что в период прохождения весеннего паводка строго запрещено приближаться к линиям электропередачи, оказавшейся в зоне затопления. Также строго запрещено предпринимать самостоятельные действия по устранению повреждений на электросетевом оборудовании. Якутская ТЭЦ стала более эффективной. Здесь внедрили современную систему электронной диспетчеризации. Теперь информация с каждого котла, паровой турбины и другого оборудования выводится на мониторы. В свою очередь, компьютер помогает выбрать оптимальный режим работы станции. О нововведениях в нашем видеосюжете. Это первый водогрейный котел Якутской ТЭЦ. К его новому внешнему виду сотрудники станции еще привыкают. Но главные изменения внутри, благодаря чему агрегат полностью подчинен высоким технологиям. Здесь вот мы можем видеть датчики контроля пламени, датчики давления, предохранительные запорные клапаны, поворотно-регулирующие затворы. То есть всего вообще по котлу установлено больше 100 различных датчиков и исполнительных механизмов, исполнительных устройств. Такой реконструкции подверглись 5 водогрейных котлов станции. Теперь за их работой можно наблюдать здесь, на щите управления. Оператору больше не нужно ходить и вручную изменять параметры. Рабочее место полностью автоматизировано. С этого рабочего места происходит управление полностью всеми режимами работы котлоагрегатов, всеми алгоритмами, циклами, то есть начиная от подготовки к розжигу, розжиг, ну и, соответственно, дальше уже управление всеми режимами работы на нагрузки различные. Работа по автоматизации оборудования на ТЭЦ началась еще в 2007 году, но наиболее активно технологии стали внедрять в последнее время. Теперь операторы контролируют не только работу самой станции, но и отдаленных объектов, например, котельные в Мархе или тубсанатории. Эксплуатация этой схемы позволяет достичь сочетания эффективного баланса подключенной нагрузки и выдаваемого объема тепла с источников. Вот. Поэтому, естественно, если до внедрения всех вот этих вот новшеств мы на гораздо меньшую нагрузку качали 12 тысяч кубов, то сегодня это в районе 10 тысяч кубов, несмотря на то, что город значительно вырос. Еще одно важное преимущество автоматики – безопасность производства. Дежурный видит, что происходит на объекте, и решает, может ли специалист войти в цех и приступить к ремонту. Сейчас на Якутской ТЭЦ разрабатывают проект для полного контроля за теплоносителем, причем не только в магистральных трубах, но и внутри жилых домов, что позволит сделать предприятие максимально эффективным. Якутскэнерго победила в городском конкурсе по охране труда. Мультимедийный комплекс по производственной безопасности признан лучшим среди предприятий. В нем размещена вся обязательная для сотрудников информация, в том числе о вредных, опасных производственных факторах, графики проведения инструктажа, учебные видеофильмы и многое другое. Приобрели и установили и успешно реализуем в работе 72 мультимедийных уголка на наших предприятиях нашей компании. Уголки эти очень уникальные и универсальные. Управление можно проводить с рабочего места специалиста по охране труда, в том числе трансляция видеороликов, плакатов, проведение анкетирования и других форм работы с персоналом. Мультимедийный комплекс был разработан группой специалистов Якутскэнерго. В 2016 году на него был получен патент. И теперь такие уголки есть на каждом предприятии энергокомпании. Якутскэнерго активно участвует в региональных программах по подготовке и трудоустройству специалистов. Компания является одним из крупнейших работодателей на территории республики. Только в первом квартале было трудоустроено 138 человек. Из них больше половины – это молодежь. О том, как обстоят дела с трудоустройством в компании, в нашем видеосюжете. Правила техники безопасности учащимся внушают на каждом занятии.
Почему мы делаем через вот это устройство? Потому что нам человека нужно будет потом спустить. Да. В учебно-производственном центре подготовки персонала энергетики практические навыки доводят до автоматизма. На этом уроке обучают работать на высоте. В нескольких метрах, наоборот, в подземном колодце. Сегодня тренируются теплоэнергетики и сотрудники водоканала. Рядом с ними студенты СВФУ. Сегодня студенты вузов должны обучаться с учетом прикладных программ, максимально быть готовым для работы в энергетических компаниях. И мы договорились о том, что определенную часть практической подготовки студенты очного отделения СВФУ будут проходить у нас. Набраться опыта вместе с профессионалами, учащимся СВФУ, позволило соглашение между университетом и Якутскэнерго. В трехэтажном комплексе учебного центра для этого есть все. Лекционные аудитории, лаборатории и современные тренажеры. Компания дает вузу возможность оперативно реагировать на изменения, которые предъявляются к специалистам, соответственно, корректировать учебную программу и уровень подготовки преподавательского состава. Компания, в свою очередь, получает подготовленных сотрудников по целевому заказу. Студентов Якутскэнерго ведет уже со вторых курсов. В будущем лучшие будут трудоустроены на предприятиях отрасли. К подготовке кадров здесь относятся серьезно. Поэтому энергетики сами преподают, принимают экзамены, участвуют в защите дипломов. Регулярно организуют акции. Одна из них – Arctic Energy, которая завершается ярмаркой вакансий. Подписано соглашение со студентами. И также были вопросы озвучены не с выпускниками, а вот со студентами вторых, первых курсов, которые хотят пройти практику производства на нашем предприятии. Повышенные требования к кандидатам на должности делают ряд вакансий труднозаполняемыми. От соискателей требуются стрессоустойчивость, ответственность, профессиональные знания. Прямо сегодня нужны диспетчеры, электромонтеры и даже главные инженеры в районах. Только в первом квартале трудоустроено 138 человек, в том числе по программе «Местные кадры и промышленность». С 2019 по 2021 год в компанию было трудоустроено свыше 2000 человек. Из них больше половины лица до 35 лет и около 600 человек из сельской местности. Мы в своей кадровой политике опираемся на местные кадры. Хочу заметить, что в компании работает более 99% сотрудников, которые имеют постоянную прописку на территории республики. Якутскэнерго – один из крупнейших работодателей в регионе с привлекательной социальной политикой. Обеспечивается поддержка семей, предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение, оздоровительный отдых и многое другое. Причем неважно, в каком населенном пункте Якутии работает специалист. Каждый сотрудник – часть единой команды большой и надежной энергосистемы. Гимну Якутскэнерго исполнилось 10 лет. Все эти годы каждый рабочий день сотрудников начинается с музыкального произведения. Исполняют гимн специалисты компании Ксения Павлова и Михаил Мяснянкин. В 2012 году они вместе с коллегами участвовали в организации конкурса, а затем и в выборе победителя автора гимна. Мы объявили конкурс на создание гимна. В нем приняли участие 8 авторов, причем очень маститые. Нам было очень приятно, что участвуют такие крупные, известные в творческой среде люди, как Владимир Федоров, Сергей Белоголов. И именно эти два автора стали победителями нашего конкурса. Сегодня строки гимна Якутскэнерго знает и мысленно подпевает каждый сотрудник. Песня объединяет коллектив и прививает патриотизм к выбранной профессии. Якутскэнерго, Якутскэнерго, важнее нашей работы нет. Воспитанники театральной студии «Мельпомена» и этностудии «Смарт-библиотеки» поставили спектакль по мотивам сказки «Берген и звезды». Постановка рассказывает о том, как сложно отбываются свет и тепло, и как важно относиться к ним бережно. Это произведение является частью книги «Сказки о солнце», которую выпустила компания Якутскэнерго совместно с дизайн-студией «Пилигрим». Стоит отметить, что энергетики ежегодно выпускают качественную полиграфическую продукцию в целях профилактики детского электротравматизма.
На площадке возле Якутской ГРЭС-2 состоялся праздник бега. Мероприятие традиционное, но в этом году посвящено 60-летию Якутской энерго и столетию основания Якутской АССР. В массовом старте мужчины пробежали 1 километр, женщины 500 метров. В командном зачете прошли эстафеты среди подразделений станции, в которых приняли участие 10 команд. Завершился день бега награждением победителей. На сегодня у меня все новости. До встречи в следующем выпуске программы «Энергетика Якутии».